Добрый вечер. В прямом эфире программа «Стратегия-2017». И, как всегда, мы продолжаем говорить о самых важных вопросах жизни общества и страны. 24 ноября 2014 года было подписано соглашение между правительством Кыргызстана и правительством Российской Федерации о Кыргызско-Российском фонде развития. По сути своей, это соглашение направлено на развитие экономического развития между двумя странами в условиях интеграционного экономического пространства. А средства создаваемого фонда, очевидно, призваны смягчить прыжок Кыргызстана в так называемое новое экономическое пространство. И так ли это на самом деле, мы сегодня обсудим с нашим независимым экспертом Уланом Рыскельдиевым. Здравствуйте. Здравствуйте. И в начале нашей программы я еще раз хотела бы, уважаемые телезрители, напомнить, что мы в прямом эфире, и вы можете звонить к нам по телефонам 65 42 33 и 65 42 34, задавать свои вопросы по нашей теме. И теперь к нашей теме. Фонд – это прежде всего деньги, а деньги, как известно, любят счет. Поэтому давайте вначале определимся с цифрами. Вот скажите, каковы уставные возможности данного фонда, какими средствами он будет располагать? Знаете, многие действительно воспринимают фонд так, в бытовом смысле, как какой-то кошелек. На самом деле, Кыргызстан и Россия, когда договаривались о создании фонда, речь шла об институте развития, так называемом. То есть, это не просто фонд, это тот инструмент, с помощью которого можно было бы развить экономику Кыргызстана. И в этом плане он и так и называется – Кыргызско-Российский фонд развития. Это очень важный момент, потому что он создан в виде международной организации. Не просто как банк какой-то. Почему банк не создан? Нет, именно в виде международной организации, фонд. Для того, чтобы он имел больше возможностей для вложения средств в экономику страны. Теперь конкретно касающийся вашего вопроса. Он разделен, средства фонда разделены на две части. Есть уставный капитал, он определен в размере 500 миллионов долларов. И также российская сторона обязалась в течение 2 лет после создания фонда привлечь еще 500 миллионов долларов в качестве кредитных ресурсов для фонда, для того, чтобы оно могло их тоже вкладывать в экономику страны. Но 500 миллионов и те 500 миллионов, которые будут привлечены, они никоим образом не ложатся на внешний долг Кыргызстана. Эти средства предоставляет российская сторона. Поэтому фонд и называется Кыргызско-Российский. И здесь все средства, которые вносятся, это принадлежат России. Но ее это добрая воля для того, чтобы поддержать нашу страну вот в тот переходный период, который у нас предстоит. Вот 100 миллионов долларов поступят до 31 декабря этого года. А как вы считаете, готовы ли мы технически, психологически принять эти средства так, чтобы правильно распределиться? Хороший вопрос насчет психологически, мне трудно сказать. Но согласно соглашению, оно было подписано еще в Астане, а потом уже детализировано позже, во время переговоров кыргызско-российских. И вот мы как раз, вы правильно сказали, 24 ноября подписали это уже окончательное соглашение с 2 сторон. Хочу добавить, что это соглашение было ратифицировано Государственной Думой России, поэтому оно имеет полную законную силу и будет в ближайшее время вступит в силу. Теперь, что касается этих 100 миллионов. Конечно, 100 миллионов они поступят до 31 декабря 2014 года, но это только начальный этап, потому что необходимо сформировать органы управления фондом. Интересная особенность этих органов управления фондом. Там есть совет фонда, есть правление фонда. Так вот, в совете фонда 5 человек, из них 3 это представители России, 2 представителей Кыргызстана. В правлении фонда, в исполнительном органе, там соотношение другое. 3 человека представителей Кыргызстана и 2 представителя России. Я хочу сказать, что буквально, я думаю, что вот сейчас очень активно идет работа в правительстве для того, чтобы решить все технические вопросы, связанные с началом, с запуском фонда. Деньги, которые вы сказали, 100 миллионов долларов, они поступят на специальный счет в Национальном банке. Я недавно прочитал, что Национальный банк оценил возможности фонда и сказал, что, наоборот, привлечение средств этого фонда позволит укрепить СОМ. Это очень важный момент, поскольку мы сейчас видим,
какие колебания творятся на валютном рынке. Ну вот как раз вы говорите, что вот укрепить сом. Вот как правило, у нас в основном вот часть кредита, который поступает в нашу страну, всегда уходит то на поддержание бюджета, на укрепление национальной валюты. Случается и тогда, когда страна просто проедает элементарно вот эти кредитные средства, которые поступают к нам. Не получится ли так, что эти средства тоже вот так вот и уйдут? Непонятно как. Конечно, это такой больной вопрос для нас, потому что мы имеем негативный опыт, действительно, когда часть средств уходила на непонятные цели, потом были претензии разных сторон. Но я еще раз хочу сказать, это не является кредитом создания фонда, это не кредитный ресурс, это организация. Здесь ответственность несет и Россия, и Кыргызстан, обе страны. Поэтому то есть будет контролироваться с двух сторон. С самого начала был вопрос поставлен так. Мы будем вкладывать только в те проекты, в тех отраслях, которые важны для Кыргызстана. Все, спасибо. Да. Давайте примем сейчас звонок и потом продолжим. Пожалуйста, мы вас слушаем. Представьтесь. Да, мы вас слушаем, говорите. Это фонд 50 миллионов. Это кушать или туда надо вкладывать, народ должен. Фонд, это значит, надо вложить туда. Здесь такой вопрос спрашивается, это фонд, нужно туда средства вкладывать, или это, то есть он имеет в виду, откуда эти средства? Ну, средства это российские, да, это понятно, бюджет, это понятно. Да, российский бюджет. Ну и если продолжим наш разговор, то есть, значит, этот фонд будет контролироваться и Россией, и Кыргызстаном, так? Да, и с самого начала обе стороны договорились, что они будут вкладываться в приоритетные сектора экономики Кыргызстана. При этом эти проекты, которые будут финансироваться фондом, они будут самоокупаемые. То есть не должно быть такого, что просто отдали деньги и все. Нет, они будут контролироваться. Здесь есть несколько инструментов для того, чтобы фонд мог это сделать. Во-первых, часть ресурсов пойдет через коммерческие банки. Через коммерческие банки, которые будут как бы операторами фонда. То есть они будут реализовывать те проекты, которые фонд отберет. С другой стороны, фонд сам будет кредитовать. Еще есть у фонда возможность, это прописано в его уставе, он может входить в капитал хозяйствующих субъектов. Ну, если говоря образным языком, он может вкладывать средства фонда в те организации, в те коммерческие организации, которые важны для Кыргызстана. Вот у нас много мы говорим, вот я буквально вот перед этой передачей смотрел там, связанное с социальным жильем. Возможно, будет создана государственная ипотечная компания. И, скорее всего, фонд найдет возможность работать в этой организации. А вот учреждение фонда с таким вот серьезным уставным капиталом преследует уже определенную цель. Вот буквально еще раз бы могли бы конкретнее сказать, какая определенная вот такая главная цель этого фонда? Главная цель этого фонда, я бы сказал вот так. Кыргызстан вступает в таможенный союз. Появляются огромные возможности. Но структура экономики Кыргызстана не позволяет быстро нарастить экономический потенциал. И здесь именно появление этого фонда и реализация этих проектов направлено, первое, это на то, чтобы мы могли экспортировать свою продукцию в страны таможенного союза. Второе, и это очень важно, чтобы эти производства располагались на территории Кыргызстана и чтобы рабочие места создавались здесь. Поэтому я очень надеюсь, что именно такие проекты, они и придут в фонд, и фонд будет именно такие проекты поддерживать. У нас есть несколько направлений, причем они... как раз хотелось бы узнать, вот приоритетные направления. Приоритетные направления. Я просто могу, вот сейчас перед глазами у меня прямо лежит это соглашение, могу сказать, сельское хозяйство, швейная текстильная промышленность, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая, металлургическая промышленность, транспорт, жилищное строительство, торговля, развитие предпринимательства, развитие инфраструктуры. Вот эти те направления, в которые будут вкладывать фонд. Это вот те ограничено, да. Ну, как вы сказали, сельское хозяйство. Вот поднять уровень и качество агропромышленного комплекса Кыргызстана на сегодня для России это важно, понятно, да? Но средства фонда, ведь это не первый случай, когда вот в это направление, в сельское хозяйство направлялись много кредитов, да, но однако ВОЗ, как говорится, как был, так и есть. То есть ничего не меняется. И вот фермер, вот ему тяжело получить кредит, а вернуть в течение года
еще сложнее. Вот как можно более облегченно получить вот эти кредиты? Вот какие сегодня кардинально новые пути получения кредита сельского хозяйства? Ну, давайте так посмотрим. Мы хотим торговать с Россией сельхозпродукцией, да? Для этого мы в первую очередь должны найти партнеров в России. Кто будет покупать нашу продукцию, кто готов ее дальше продвигать на рынок России. А потом уже, исходя из их требований, производить здесь продукцию. У нас вот эта цепочка, она, честно говоря, рвется. У нас очень много мелкотоварного производства в сельском хозяйстве, где производятся небольшие объемы продукции, которые в целом не являются товарными для России. И здесь я знаю, что сельское хозяйство очень активно, Министерство сельского хозяйства совместно с фермерами пытается создать крупные хозяйственные предприятия, логистические центры, которые смогли бы качественно, в срок, в упакованном виде доставить продукцию до потребителей в России или в странах Таможенного союза. Вот я думаю, что вот на эту логистические вещи, наверное, фонд мог, потому что здесь нужны новые технологии, нужны действительно капитальные вложения и так далее. И это коммерчески привлекательные проекты. Ну, это понятно. А вот все-таки как может простой человек получить этот кредит, эти средства на сегодня? Вот Я бы сказал интересно. так. Конечно, простой человек из фонда деньги не получит. По той простой причине, что здесь, во-первых, размер фонда очень большой. Скорее всего, фонд выделит какую-то кредитную линию АИЛ-банку или там, другому вот банку, так, да? который будет оператором, потому что сам фонд не может работать вот, в этой сфере. Но хотелось бы еще раз услышать, вот 500 миллионов долларов – это средства государственного бюджета России. Да. И хотелось бы узнать, кто будет контролировать движение вот этих средств и каков конечный результат этого движения? Значит, я могу сказать так, с нашей точки зрения, конечно, мы хотим, чтобы эти все средства дали толчок для развития именно экономики Кыргызстана. И в первую очередь создание рабочих мест, чтобы наши вот социальные проблемы, которые у нас сейчас есть, они были во многом решены. Этот же вопрос, который вы сейчас задаете, задавался, когда обсуждался в Государственной Думе России. Я смотрел по интернету, видел, и там был вопрос, а как же мы будем контролировать эти деньги? А можно сейчас минутку примем вопрос и продолжим? Хорошо. Пожалуйста, мы вас слушаем. Мы вас слушаем. Говорите. Можно ли нам давать беспроцентные кредиты на сельскохозяйственное развитие продукции? Ага, спасибо большое. Вот такой вопрос. Можно ли получить кредит льготный, без процентов для сельского хозяйства? Я сказал, что это будет, скорее всего, работать через коммерческие банки. Будут выделяться линии для них. Дальше уже коммерческие банки. А льготное что-то такое будет? И там, наверное, будут какие-то банки предусмотрят какие-то льготы. Я сейчас не могу сказать подробно по этому, потому что это уже, скажем так, прерогатива правления банка, правления фонда, который будет создан. Просто вот 100 миллионов долларов уже поступит 31 декабря, до 31 декабря. И, конечно, хотелось бы нам точно уже знать, как можно эти средства использовать, получить. И действительно, вот телезрители интересуют вот льготные моменты, вот эти льготные кредиты. Я думаю, что в ближайшее время, когда правительство определится со структурой фонда, там, управляющими органами, уже будут многие вопросы, уже, наверное, дадут ответы. И вот в продолжении нашего разговора. Да, и вот там как раз вопрос возник у депутатов Государственной Думы России, а как же мы будем контролировать? И там был дан такой ответ, что давайте мы, во-первых, будут контролировать наши представители, которые работают в этом фонде, это ВОЗ совместно, это обязанность и Кыргызстана, и России контролировать правильность расходования средств. И там был сказан вопрос, кроме того, что фонд будет контролироваться, проверяться международная аудиторская компания, кроме этого, никто не отменял право счетной палаты и России, и нашей проверить всю деятельность фонда, как полагается. Вот так, да? Да, конечно. Вот российская сторона обязуется привлечь в фонд льготный займ 500 миллионов долларов, да, без гарантий правительства Кыргызской республики. Это будут прямые заимствования фонда или еще какие-то новые механизмы? Нет, это, конечно, будет под фонд. Это будет фонд заимствовать эти деньги. Просто эти деньги будут взяты на международных кредитных рынках под льготные проценты, так называемые кредиты на условиях международного ассоциации развития, по-моему, так называется. Это льготные кредиты, которые выделяются для таких крупных проектов, как фонд.
Просто мы все, например, переживаем, не принесут ли эти деньги, не повиснут ли нам у нас, Ни в коем как случае, нет. бывало раньше. Все эти деньги, они не ложатся на бюджет страны. Это деньги фонда. Ну а насколько прозрачна будет работа фонда? Это хороший вопрос. Поэтому мы должны к этому стремиться для того, чтобы, конечно, много можно прописать в уставе фонда и так далее, но главное, как это будет реализовано. И то, что вот две стороны участвуют в этом процессе, Кыргызстан и Россия, и то, что обе заинтересованы в том, чтобы деятельность фонда была прозрачная, при этом надо отметить, что сам фонд появился благодаря тому, что президент нашей страны Атамбаев договорился и получил согласие президента России Владимира Владимировича Путина. То есть такая вот убежденность, что работа фонда будет достаточно прозрачная и четкая. Ну, конечно, вы вот говорите обобщенно. Да. Хотелось бы более конкретно, потому что вот наших телезрителей интересует. Вот деньги поступают, конечно, хочется получить и определенно вложить в какой-то бизнес, да, и вот этой схемы вот нету. Когда мы, где это мы можем получить, как это можем получить? Согласен. Я думаю, что будет еще одна какая-то передача, где выступят, наверное, уже сотрудники фонда, которые расскажут, как можно эти деньги получить, каким образом будет фонд реализовывать ту инвестиционную программу, которую они отработают. Так что я думаю, что нас в ближайшем будущем ждет очень интересные передачи именно на эту тему. И еще такой вопрос. Конечно, это большая сумма денег, да, 500 миллионов долларов. И возникает вопрос, не разворуются ли эти опять средства? Знаете, вот я понимаю этот вопрос. Все вопросы вокруг одного и того же вопроса, не своруют ли эти деньги. Такое ощущение, что у нас это болезненная проблема. Это у нас болезнь номер один, поэтому и мы беспокоимся. Я думаю так, что такого не произойдет по той простой причине, что, во-первых, это не кредитные ресурсы, которые просто отдаются стране и там дальше там как хотите. Это во-первых. Во-вторых, это деньги, за которыми следят 4 глаза. 2 с российской стороны, 2 с кыргызской стороны. Кроме того, сама структура управления и контроля за фондом поставлена таким образом, чтобы нельзя было принять решение, не поставив в известность другую сторону. Вот это как раз дает гарантию того, что все решения, которые будут принимаемы в этом фонде, они будут контролируются 2 сторонами. Это дополнительный такой стимул для того, чтобы механизм контроля за деятельностью фонда. Меня беспокоит, например, другое. А сможем ли мы предоставить фонду такие проекты, которые и самоокупаемы, и которые дают экспортную продукцию, нужную для рынков таможенного союза? Вот это вопрос. Вот это вопрос. Я думаю, что этот вопрос как раз в первую очередь нас должен интересовать и фонд, и нас тоже. Ну что ж, большое спасибо вам за интервью. Я хочу отметить, что задачи, так же как и надежды, связаны с фондом, большие, и поэтому правильное решение задач оправдает наши надежды, а значит, будем надеяться на правильное решение. Это все на сегодня. С вами была Галина Байтерек. Всего доброго и до встречи.